Сибайский историко-краеведческий музей продолжает радовать горожан изданием «Краеведческие записки», на страницах которого можно повстречать родоначальников сибайской промышленности, исторические справки из жизни рабочего поселка, работы научных сотрудников. Просветительская работа музея – это сложный синтез взаимодействия историков и населения города. Воспоминания старожилов вдохновляют на глубокий мониторинг информации, архивные поиски отголосков прошлого века, в которых принимали участие основатели Сибая. Так, на краеведческой конференции, состоявшейся на днях и посвященной презентации 4-го выпуска сборника «Краеведческие записки Сибайского музея», присутствовали почетные горожане, сделавшие свой вклад в летописные источники нашего города. За 2 года мы издали 4-й выпуск. С каждым годом увеличивается как география участников, авторов сборника, так и происходит рост количества материалов. Не только именитых ученых, профессоров, кандидатов наук, но и подключаются к краеведческой работе молодое поколение, преподаватели, студенты, учащиеся. Ведем сами большую научную работу, наш коллектив музея. В рамках конференции состоялось открытие памятного стенда в зале боевой славы, посвященного известному земляку Василию Константиновичу Рябову, участнику Первой мировой войны, а впоследствии жителю нашего города. Сегодня мы открываем новый стенд в нашем музее, посвященный Рябову Василию Константиновичу. Рябов Василий Константинович – полный кавалер Георгиевских крестов, участник Первой мировой войны. Это наш земляк, который жил в нашем городе. Сбор информации о героях былых времен был вполне специфичен. Достоверность событий гарантирована лишь воспоминаниями родных и близких. На мероприятии присутствовали внучки Василия Рябова, которые предоставили сотрудникам музея ценные информационные материалы о жизни своего орденоносного деда. Такой случай был. Тогда еще небольшие были, я, по-моему, в школу даже не ходила. Бабушка приносит дрова, тогда же печь топили дровами, и вот так вот в печи бросает. Он говорит: поаккуратнее, там же золото. Она говорит: ну, золото, вроде того, что живем бедно, откуда золото там будет под печкой. Он отодрал вот эту жестяночку, приподнял ее, под печку полез, достал такую баночку железную, она уже портится, а тогда же нельзя было, они же не считались героями тогда, а чуть ли не знаю, прям их кем считали. Достает, а вот эти вот тряпочки все вот эти сгнили, и только железочки, сами вот медали, сами крестики вот эти вот, только эти крестики, вот он вытаскивает. Бабка говорит: Господи, откуда ты достаешь их? И вот это так хорошо запомнилось мне, вот это вот, как он вытаскивал. Аудитория внимала каждому слову и в сложившейся атмосфере ощущала нескончаемую гордость за неоценимый труд единиц в формировании истории не только района, но и страны. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.